Каждое утро семьи Имёлик обязательно начинается со стакана молока. Эта семейная традиция передается из поколения в поколение. Pomagam mężowi, zajmuję się domem, dziećmi. Жизнь на ферме прекрасна. Я помогаю мужу в работе, забочусь о детях. Это наш дом, мы живем здесь все вместе, и это самое главное. Мне нравится жить вдали от городского шума. Nie ma tego tłoku. Сильвестру Имёлику 38 лет. В наследство от бабушки с дедушкой ему досталось 22 гектара земли и 60 голов крупного рогатого скота. Сегодня во владении у фермера 300 гектаров земель, 250 голов молочного скота. Ферма, которую он основал в 1998 году, специализируется на производстве молока и является третьей по величине в Польше. Расположена она примерно в 100 километрах от Варшавы. Фермер с гордостью демонстрирует нам свой животноводческий комплекс и начинает с новорожденных телят, которые содержатся в специальных мини-домиках, закупленных им в Канаде по цене 600 евро каждый. Tutaj mamy jałówki i opasy. Здесь у нас размещено 50 телок в возрасте до 1 года. У каждой есть собственное имя, занесенное в регистр. Например, Глория, Виктория, Весна. Конечно, всех не упомнишь. Каждую неделю мы приглашаем на ферму ветеринара для осмотра животных. У польского фермера всего лишь 7 работников, поскольку на протяжении времени ручной труд был вытеснен компьютеризацией большей части работ, от кормежки скота до автоматизированного чесания. Уже более 3 десятилетий на польских фермах дойка коров производится с помощью доильных автоматов. В этом ангаре содержится 225 голов. Каждая корова отмечена электронным идентификационным чипом. Вдобавок у животных имеется еще один чип с точностью, определяющий наиболее благоприятный момент для осеменения каждой отдельной особи. Более 30 лет назад мы отказались от ручного доения. Дойка производится 2 раза в день с помощью оборудования карусельного типа, позволяющего одновременно доить 22 коровы. Затем молоко перекачивается в эту цистерну. Здесь все автоматизировано, даже мойка этой емкости. Корова в среднем дает 25 литров молока в день или 9 тысяч литров в год. Ежедневно мы продаем молоко кооперативу. Około tam ponad 4000 litrów dziennie. У польского фермера все под контролем. Каждое помещение снабжено камерой видеонаблюдения, и, сидя в своем кабинете, он может следить за всем, что происходит в любом уголке его хозяйства. Одна стена кабинета увешана всевозможными дипломами и наградами. Сильвестр говорит, что смог добиться всего, о чем мечтал. Это самая дорогая для меня награда – звание «Лучшая ферма Польши», которой нас удостоил президент Польши Бронислав Комаровский. Еще один диплом нам вручил министр сельского хозяйства Польши – самой эффективной ферме по развитию и пополнению генетического фонда. Остальные дипломы были получены на международных конференциях. Бизнес ежегодно приносит семье Имёлик доход в 1 миллион евро, деньги, которые фермер вкладывает обратно в производство. Но в 1998 году он начал с инвестиций в сумме 200 тысяч евро. На развитие производства фермеры получают от Европейского Союза 50% от необходимой суммы, еще 25% выделяет им государство, а остальные 25% они вкладывают из личных средств. Na pewno. Мы справляемся самостоятельно, не ждем помощи от государства. В настоящее время у нас появилась еще одна забота, связанная с тем, что начиная с апреля были отменены квоты на молоко. Теперь нам придется изыскивать возможности для сбыта молока, которые мы ежедневно производим. В настоящее время польские сельхозпроизводители получают субсидии в размере от 246 до 350 евро на гектар. 30% этой суммы предоставляется государством, остальное дает Европейский Союз. Семья Имёлик убеждена, что их ферма продолжит свое развитие и в будущем, когда бразды правления перейдут в руки детей и внуков. Руки не устают? Нет, я ведь еще молодая. Чувствую издалека, какое у них настроение.
И care mai rele, care mai bune? У всех разный характер. Конечно, я их уже изучила. Знаю, какой нрав у каждой. Могу сразу угадать. Искусству доения Марьяну Левицки обучила мама, и девушка уже 9 лет трудится дояркой. Ежедневно утром и вечером она выдаивает 17 коров, уделяя каждой от 5 до 10 минут. Кроме Марьяны, на этой же сельской ферме работают еще 12 доярок. Профессия постепенно уходит в прошлое, потому что количество ферм по производству молока катастрофически снижается. Если в 1990 году в Молдове имелось около 1150 молочных ферм, то к 2015 году их осталось всего 220, с общим поголовьем дойных коров в 9000 единиц. Ферма села Погребенный – единственная в районе, сохранившаяся после развала Советского Союза. Местные жители рассказывают, что и в соседних селах имелось немало крупных ферм с поголовьем скота больше, чем в Погребенных, но в 90-е годы все они были разрушены. Ферма будто застряла в прошлом. Здесь все напоминает советское время, а работа ведется теми же методами, что и 20 лет назад. Директор ассоциации «Техно-Ив Агро» Иону Салтан возглавил ферму села Погребенный района Архей, переданную ему в 1999 году в рамках программы «Помынтул». 1200 гектаров местных земель были разделены на 867 наделов. Тогда большинство землевладельцев села Погребенный решили сохранить ферму, а несколько учредителей основали ассоциацию «Техно-Ив Агро». Ежегодно владельцы участков получают в качестве арендной платы 350 гектаров пшеницы, 185 гектаров ячменя и 80 гектаров семян подсолнечника. В 1999 году в фермерском хозяйстве было 192 особи молочного скота, а в настоящее время здесь насчитывается 420 голов скота, как дойных коров, так и телят. Ежегодно мы производим около 600 тонн молока, 550 тонн из которых продаем в фабрике Лапмол в Келераш. Молоко жирностью 3,5% продается по цене 6 леев за литр. А каков надой с одной коровы? Около 3000-3200 литров. Маловато. Да, маловато, но зато это натуральный и качественный продукт. Директор поведал, что намеревался перевести ферму в автоматизированное доение, но оборудование вышло из строя, после чего от новшества было решено отказаться. Мы можем перевести ферму на автоматизированное доение, но куда в этом случае девать работников? У каждой коровы имеется свой номер, занесенный в регистр. Ведется учет осеменений. Каждые 3 месяца животное проходит ветеринарный контроль. Я лично занимаюсь вопросами осеменения и ветконтроля. Из-за недостатка финансов у нас не было возможности закупать молочный скот за границей. Partea financiară gospodăriei îți cumpărăm vas de hotare. Но работы ведутся как в советское время? Да, так и есть. Fix așa e. Por precis. Ион Салтан с гордостью говорит о том, что, несмотря на огромные затраты, вкладываемые в ферму, предприятие вот уже несколько лет не является убыточным, а его рентабельность составляет 8-12%. Ежегодный доход от молочного производства в селе Погребенный достигает 150-180 тысяч леев. Ежемесячная зарплата каждого из почти 30 человек, работающих на ферме, составляет в среднем от 3 до 4 тысяч леев. Зарплата зависит от надоев с каждой коровы. И доярка, и погрузчик кормов оба получают в зависимости от надоев. В их интересах получить больше молока от каждой коровы. Чем лучше он будет заботиться о корове, тем выше его заработок. Да. Производителям мяса и молока не оказывается никакой поддержки. Если бы сельская администрация была бы заинтересована, то нам выделялись бы субсидии на каждый литр молока. Государству следует заботиться об укреплении здоровья нации. Следовательно, оно должно обеспечивать людей натуральным продуктом. А все натуральное стоит дорого. Сейчас полки магазинов забиты молочными и кисломолочными продуктами, изготовленными неизвестно из чего.
Предприниматель уверен, что если отойдет от дел, то почувствует себя намного свободней и собирается со временем передать предприятие в руки молодых фермеров. Эта проблема обсуждалась, рассматривался вариант, при котором ферма перешла бы в частную собственность, чтобы ею владели 1-2 собственника, но лучше всего, если будет один хозяин, который возьмет на себя всю ответственность. Хотя у нас в стране молоко пользуется спросом, все же назвать молдаван большими любителями этого продукта сложно. Согласно статистике, жители Молдовы потребляют около 180 литров молока в год, в то время как годовая норма составляет 298 литров на человека. Недостаток производства молока в нашей стране достигает 40%. Продукция импортируется из Польши, Белоруссии, Румынии и Украины. Чиновники уверяют, что животноводческая отрасль является приоритетной для сельского хозяйства Молдовы. Этой отрасли оказывается поддержка в форме субсидий, предназначенных на строительство и реконструкцию ферм, закупку оборудования и племенного скота. В 2014 году субсидии на вышеперечисленные цели были увеличены до 60% от суммы инвестиций, а при покупке племенного скота молочных пород фермерам выплачивается по 60 леев за килограмм. В прошлом году финансовую поддержку получили 56 животноводческих хозяйств. В то время как Польша после падения коммунистического режима и присоединения к Европейскому Союзу смогла занять 3-е место по производству молока среди стран ЕС, в Республике Молдова возрождение животноводческой отрасли после развала СССР началось лишь в 2008 году, когда в страну завезли первую партию крупного рогатого скота, предназначенного для разведения. Случилось это на ферме в селе Тамай, владелец которого закупил скот в Голландии. Понадобится еще немало времени и усилий, чтобы надои на молдавских фермах увеличились с 3000 литров молока с коровы, как сейчас, по меньшей мере до 9000, как в Польше. Необходимо, чтобы наши фермеры отказались от ручного доения и перешли на автоматику. Председатель Униагропротект Александр Слюсарь уверен, что ситуация сложилась подобным образом в большей мере из-за политических факторов, но есть и вина самого государства, которое не оказывает поддержки сельскому хозяйству. Фермеры возлагают надежду на ЕС, но при этом понимают, что чудо само по себе не случится, нужно прилагать и собственные усилия. Легких путей не существует. Ни одна европейская страна не справилась бы, если бы не поддержка собственного государства. Все страны, будь то Польша, Румыния, Болгария или Чехия, не обошлись без европейских фондов. Но сначала требуется, чтобы государство объявило сельское хозяйство стратегической отраслью, вложило собственные средства в производство и начало привлекать как можно больше фондов со стороны Европейского Союза. И когда в Европейском Союзе видят, что государство проявляет интерес к развитию собственного аграрного сектора, тогда начинают оказывать всестороннюю помощь. И я глубоко убежден, что только таким образом мы сможем добиться успехов. В противном случае, если ничего не делать, а лишь сотрясать воздух пустыми декларациями, то с места ничего не сдвинется. В одиночку нам не одолеть путь к Европейскому Союзу.